Добрый день! Вы смотрите «Рабочий полдень» на телеканале Юргант. Значит, пришло время переключиться с рабочих задач. В студии Екатерина Борш. Начнем. И сегодня мы говорим о еде. Хотя нет, скорее о ее последствиях. По последним данным Эндокринологического научного центра Минздрава, детским ожирением страдает почти каждый 10-й школьник. А уже это ведет к другим еще более страшным проблемам – сахарному диабету и сердечно-сосудистым заболеваниям. Разбираемся в проблеме в ближайшие 40 минут. Гость нашей студии – диетолог, педиатр детского центра здоровья Наталья Артильевна. Наталья Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. И вот давайте сразу прям приступим. Мы заготовили, кое-что принесли из дома, что-то пришлось прям специально закупить, потому что я надеюсь, что этого ни у кого из наших телезрителей тоже дома нет. Давайте разбираться, что совсем нельзя, что можно. Ну, обращаю внимание все-таки то, что это не экзотические продукты, они в нашей промышленной сети активно все продаются. На что мы в первую очередь должны обратить внимание? Значит, полезные, вредные. Значит, и исходя из этих соображений, я сразу откладываю в сторону сухарики со вкусом сметаны и зелени. Понятно, что вкус сметаны и зелени придается усилителем вкуса глутаматом натрия. Продукт содержит большое количество соли и рафинированные вот эти самые сухарики. То есть практически еда не только мало полезна, но еще и вредна с точки зрения развития избыточного веса и других последствий. То, что вы сказали, Катя, сердечно-сосудистых, сахарного диабета. То есть сухарики, понятно, мы сразу, вроде как об этом уже очень много пугают. Мы сразу, а сухари? Сухари. Вот русский вариант чаепития. Сухари возможно или нет? Если эти сухари будут изготовлены из муки грубого помола, то есть не пшеничная высшего сорта, допустим, ржаная мука, с добавлением цельного зерна, то это вполне будет приемлемо для перекуса. То есть не самостоятельного завтрака в полном объеме, а именно перекуса. То есть лучше такие сухарики делать даже самим, да? Можно из хорошего, самим делать. качественного Можно хлеба самим полезного. делать, да. В домашних условиях многие этим занимаются. Что я бы отставила еще в сторону как не совсем полезный продукт, это майонез. Но он же легкий. Ну, сейчас вот прям даже написано, что в 3 раза менее жирный. К сожалению, слова «легкий» не содержат жиров каких-то, да, не содержит ГМО. Доказано в последнее время, что это некоторый маркетинговый ход. То есть практически состав будет идентичный любому другому майонезу. Растительное масло, желток, горчица. Ну и, к сожалению, во все консервированные продукты сейчас тоже добавляются усилители вкуса и большое количество соли. То есть гораздо больше, чем это нужно для того, чтобы продукт считался здоровым. Это у нас кетчуп. Ну, к кетчупу, к сожалению, у меня тоже такое же отношение, несколько настороженное. Там много сахара. Зачастую кетчуп готовится не из помидоров в чистом виде, а из уже готового пюре, так называемого. К сожалению, не всегда это пюре из помидор. Бывает, что и другие ингредиенты добавляются. Опять-таки, если говорить о соусах, которые приготовлены самостоятельно, мы не убираем их со стола, да? То есть, если это сделано безусловно, аджика, можно сделать в домашних условиях. Конечно же, вы туда уже не будете добавлять усилителей вкуса. Безусловно, будете дозировать соль, а может быть, ее не положите вовсе. То есть оставите только те ингредиенты, которые будут определять вкус и цвет, и внешний вид этого продукта. Что я бы еще отнесла к не самым полезным? Значит, вот так называемый готовый завтрак. Почему мы так настороженно позиционируют его как очень полезный источник кальция? Да? Если мы говорим о крупе, муке грубого помола, то это приемлемо для завтрака. В данном случае речь идет о рафинированном продукте, то есть практически очищенная мука. Судя по цвету, это мука высшего сорта. Вот. Ведь она естественно, привычнее и вкуснее. Поэтому привычнее и вкуснее, но у рафинированных продуктов, то есть те, которые состоят именно из муки высшего сорта пшеничной, есть одно свойство. Они не сохраняют длительного чувства насыщения. Если мы говорим о детском питании, что это очень важно. То есть важно в детском питании, чтобы углеводы давали энергию, но и при этом еще сохраняли длительное чувство насыщения и еще же при этом не способствовали набору лишнего веса.
Этот продукт мы тоже отложим в сторону. Готовим ежедневно завтраки. К сожалению, любимое многими печенье юбилейное, на мой взгляд, с шоколадной крошкой тоже не будет относиться к полезному завтраку. То есть это как изредка, сладость, Изредка возможность. можно. Может быть, в плане какого-то перекуса, легкого такого перекуса, не самостоятельного приема пищи, то есть не обеда, завтрака, а ужина, а, допустим, второго завтрака или полдника, особенно если этому будет, как бы сказать, следовать после этого какая-то физическая нагрузка, то есть какая-то активность. Значит, настороженное отношение у меня к растворимым какао. Да. Но есть и нерастворимые, вот Есть и излюбленные нерастворимые, наши. Да, так что вот тут вот я уже... Ага. А вот что тут обращает на себя Вот внимание. я обращу внимание, что за этим специально пришлось идти в магазин. Я специально взяла даже маленькую, чтобы не жалко выкидывать было потом. Ну, на самом деле, вот эти напитки на основе тархуна, то есть то, что это было раньше, когда добавлялось, есть такая трава тархун, и они действительно обладали тонизирующим и в связи с этим полезным эффектом, сейчас, к сожалению, потеряли свои былые качества, и зачастую не трава добавляется, а какой-то краситель или ароматизатор, имитирующий и вкус, и цвет вот этой травы. Как мы знаем, на сегодняшний день сладкие газированные напитки признаны самыми вредными продуктами. Это вот по исследованиям, производившимся во Всемирной организации здравоохранения. Значит, поскольку мне эта бутылочка попала в руки, я просто скажу, что любой сладкий газированный напиток содержит суточную норму сахара в одном стакане. Ну, тут как раз-таки А если мы говорим о профилактике сахарного диабета, то количество сахара не должно превышать 5, максимум 6 ложек в день. Представьте себе, стакан — это 5-6 ложек сахара, не говоря уже о добавлении углекислоты, которая вызывает пузырьки, так называемые, которые нравятся нашим детям. В сочетании с сахаром достаточно агрессивный эффект и на слизистую желудочно-кишечного тракта, и на кости. Поэтому продукт я откладываю в сторону как неполезный. Сделаем небольшую паузу, потому что до нас дозвонился телезритель. Ответим на вопрос. Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте. У меня такой вопрос. А вот за калорийностью нужно ли следить вот именно для детей? Понятно, что взрослые, особенно дамы, так за фигурой своей наблюдают и следят, чтобы лишние калории не съели, а вот детям. И еще второй вопрос. Вот что ребенку полезно пить? Морс или компоты? Спасибо большое. Сразу два вопроса. Следить ли за калорийностью у детей? Потому что на самом деле, когда мы вырастаем, уже много нам говорят, надо следить. А у детей? На самом деле, чем раньше мы будем обращать внимание на питание детей, так называемое пищевое поведение, тем в дальнейшем будет меньше проблем во взрослом возрасте, имеется в виду. Формируем правильные привычки. Правильные привычки пищевые формируем, безусловно. И считается, что привычки и вообще пищевое поведение очень рано формируется у детей. Конечно, оно формируется на основе каких-то принятых в семье привычек уже, как мы говорим, укорененных, но тем не менее мы можем менять, просвещая и родителей, и детей. И что касается калорийности, безусловно, имеет необходимость обращать внимание на калорийность. Почему? Потому что постоянное поступление продуктов с высокой калорийностью не будет способствовать сохранению нормального веса, и, соответственно, это может привести к дальнейшему к избыточной массе тела и, как следствие, к ожирению. То есть, опять-таки, мы не заставляем детей следить за калорийностью, это мы доставляем на стол правильные продукты. То есть пока ребенок сам еще не может сориентироваться в изобилии продуктов, что полезно, что вредно, эти привычки должны прививать родители. В детском саду, естественно, те люди, которые следят за питанием. Морс или компот? Если мы говорим о морсе или компоте, я бы сказала, что и то, и другое полезно. На что мы главным образом обращаем внимание? То есть на добавленный сахар, опять же, то есть если это промышленный морс, там сахара очень много. Скорее всего, да. И вообще вся продукция промышленного производства, она, безусловно, содержит консервант в качестве вещества, сохраняющего, как бы сказать, свежесть продукта.
продукта надолго. Поэтому предпочтительнее домашние морсы или компоты. И мы обращаем внимание на то, как долго мы готовим их, то есть варим, если это касается компота. И, соответственно, это касается добавления сахара. То есть не перевариваем, получается? Не перевариваем. Вот такие еще нюансы. Есть нюансы, да, в этом. Хранение имеет значение. Но если мы будем выбирать между морсом, компотом и газированным напитком, то, безусловно, будет в пользу решаться вопрос именно компота либо морса. Еще одного излюбленного, я надеюсь, детского продукта, напитка, точнее, здесь нет. Молоко. Полезно или не полезно? И заодно уж и кефир тогда тоже обсудим. На самом деле молочные продукты, они играют большую роль в детском питании, потому что они содержат кальций. Считается, что именно молочные продукты являются основным источником кальция. Что касается кисломолочных или цельномолочных, кисломолочные лучше в плане усвоения этого самого кальция. Считается, что белок усваивается легче из кисломолочных продуктов, потому что он уже частично денатурирован, как мы говорим, да, то есть он уже готов к работе. Вот, молочные продукты нужны. Другое дело, что есть некоторые проблемы иногда у детей, также у взрослых, связаны с недостатком фермента, который переваривает молоко. То есть вопрос решается индивидуально. Но на сегодняшний день подход такой. То есть молочные продукты должны быть в ежедневном рационе, и желательно, чтобы 2/3 из них составляли кисломолочные, или хотя бы половину. Еще один звонок у нас есть. Примем. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, слушаем вас. Меня зовут Ольга. Я вот такой вопрос. У нас есть традиция в семье, и мы каждые выходные печем блинчики, оладушки с вареньем, со сметанкой. Вот это сильно вредит здоровью и качеству питания ребенка или как? Спасибо большое за вопрос. Да, действительно хороший вопрос, и мне его часто задают родители, которые приходят. Опять же, дело в муке. Если будет использоваться не пшеничная мука высшего сорта, рафинированная, а мука грубого помола, допустим, сейчас очень много вариантов гречневой, овсяной муки, так называемая обдирная мука, и начинка будет, соответственно, скажем, не представлена там, чем-то сгущенным молоком, да, то это вполне приемлемый, я бы так сказала, воскресный завтрак. Понимаете, не ежедневный. Не ежедневный, воскресный. То есть, возможно, это будет не для каждого дня, да, а для какой-то такой приятной совместной трапезы, когда все собираются за столом и получают удовольствие просто уже от приема этой самой пищи, именно приготовленной собственными руками. И я всегда говорю родителям, что если вы печете сами, вот только поменяйте муку, а не идите за этими самыми блинчиками, оладушками в магазин, где это уже, безусловно, будут полуфабрикаты с низкой питательной ценностью, с большим количеством вот этой самой добавленного сахара и, к сожалению, добавленных гидрогенизированных жиров. К сожалению, вся выпечка в последнее время у нас грешит еще и добавлением вот этих самых жиров. Вернемся к нашему столу. Конечно. Вот я хотела бы объединить сразу 3 пакетика, которые здесь. Это вот такие очень модные сейчас варианты. Льняная мука, которая много продается, ее можно добавлять незаметно, позиционируют, что полезно. Это пророщенная пшеница и семена чиа. Вот все их можно незаметненько добавлять в еду, то есть отдельным. Самым полезным, так скажем, продуктом, широко разрекламированным, являются семена чиа. На самом деле малоизученный продукт, считается, что улучшает несколько обмен веществ, то есть способствует более активному метаболизму. И люди, которые следят за весом, насколько я знаю, больше взрослые, дети практически такие вещи не едят. Детям посыпают мороженое. Если это как в качестве вкусовой приправы, почему бы и нет? Я думаю, что тут речь идет о том, что в небольших количествах использовать как вкусовую приправу можно. Рассчитывать на то, что она решит проблему избыточного веса, эта приправа, и только она, не добавляя туда физической активности, безусловно, наивно. Что касается пророщенных зерен пшеницы, на самом деле тоже широко разрекламированный и довольно хорошо зарекомендовавший себя продукт. Почему? Потому что тут как раз идет речь о цельном
зерне или, по крайней мере, о том, что из него получится, если мы его будем проращивать. Вот. Чем полезно цельное зерно? Источник витамина Е. То есть у нас не продукты, которые не содержат цельнозерновой оболочки, естественно, лишены вот этого свойства полезного. Мука льняная. Ну, льняное масло как таковое относится к одним из самых полезных продуктов. Оно приравнено к рыбьему жиру по набору омега-3 жирных кислот. Вы знаете, да, полиненасыщенные жирные кислоты. Льняная мука в какой-то степени содержит. Для добавления в каши вполне может использоваться. В небольших количествах. Еще один звонок у нас есть. Пожалуйста. Здравствуйте. Слушаем вас. Здравствуйте. Слушаем вас. Добрый день. Я бы хотела узнать вот что. У меня 2 дочки, и каждый день я им даю, допустим, какую-то сладость. Вообще каждый день можно давать сладости, и сколько дети должны съедать сладостей? Спасибо большое. Так, хороший, и мама, опять это, же, наверное, вопрос, тоже сладкоежка. часто задаваемый. Речь будет идти о количестве этого сладкого, в какое время дня принимать и что предпочтительнее. Значит, когда мы говорим с вами о добавленном сахаре, более вредном, мы имеем в виду сахар в чистом виде, добавленный в чай, или продукты, содержащие этот самый добавленный сахар. Если мы говорим о сахаре уже в готовых сладостях, к которым относятся сухофрукты, фрукты. В последнее время стали очень популярны такие сладости, как мармелад, зефир и пастила в ограниченных количествах, то есть штучно, естественно, не упаковками, 1-2 штучки, опять же, с несладким чаем могут употребляться. Делаю акцент на том, что сладким должно быть что-то одно. Либо напиток, с которым мы едим эти сладости, либо сладости, но с несладким чаем. В первой половине дня, потому что доказано, что в первой половине дня обмен веществ у нас более активный, и расходы энергии, соответственно, больше. Во второй половине дня организм, к сожалению, уже больше накапливает энергию, и поэтому во второй половине дня съеденные сладости будут более чреваты для веса, если мы в данном случае говорим о весе. И, соответственно, вот это нужно учитывать. Вообще сладости детям давать нужно и можно, но вот предпочтение стоит отдавать именно таким сладостям. Можем ли мы вот прям быстро сказать про оставшиеся продукты, потому что практически вот это, все, что осталось. Ну вот я только тут не сразу заметила еще традиционные хлопья. Вообще овсяная крупа является полезной. Единственное только, что не рекомендуется включать каждый день овсяную крупу. Но обратите внимание, я говорю про овсяную крупу, а не овсяные хлопья. То есть это обработанные, уже термически обработаны в промышленных условиях. Пользы там осталось не мало. имеющие вот той самой цельнозерновой оболочки, о которой мы говорили только что. И получается, что все, что у нас тут остается, то есть это греча, да, ядрица, крупа, рис. Рис, кстати, в 3 вариантах. Вот все-таки красный, черный и привычный белый. Самым полезным считается темный рис, потому что круглозерновой рис, он уже тоже обработанный, он без цельно так называемой зерновой оболочки, практически содержит 1 крахмал, и мы его тоже отложим в сторону, ну так скажем, не вредных, не слишком полезных, вот сюда вот в серединку. А вот такой остается горох. Горох относится к бобовым продуктам. Почему нет? Можно. Белковый продукт, единственное только, что это растительный белок, скажем так, не содержит всего того набора аминокислот, который нам нужен в детском возрасте для построения новых тканей, в отличие от белка животного происхождения. Но в качестве дополнительного источника белка и для усвоения белка животного происхождения вполне приемлемо. То есть можно даже в качестве гарнира использовать? В качестве гарнира можно. Единственное только, что может быть не самостоятельного гарнира, то есть в составе других каких-то блюд. Допустим, вы варите тушеные овощи, и туда добавляете немножко гороха. Или кто-то любит суп, гороховый. Вот, то есть это можно. Белок у нас вот представлен. Белок у нас представлен вот такой сайрой тихоокеанской. Ну, на самом деле сайра не самый неполезный продукт, считается. То есть это довольно
полезная рыба с точки зрения содержания белка и жиров. Единственное только, что вся консервированная продукция содержит консервант по факту, да, в качестве. Много соли. Много очень соли. И еще есть одна беда сейчас, что, к сожалению, не всегда в баночке с надписью «Сайра» содержится сайра. Ага. Потому что рыбы подобных сортов, они просто могут отличаться по цвету. Вот, потребитель не всегда об этом знает. Вот, поэтому добросовестные производители, конечно, должны указывать действительный состав, не столь мелким почерком, который практически нечитабелен. Да. Вот. Обязательно должна быть пометочка ГОСТ, да, то есть не ТУ, так называемые технические условия, а ГОСТ. И еще есть один момент. В последнее время стоит обращать внимание, где произведено. То есть если мы говорим о консервах, о рыбных консервах особенно, значит, пометочка, что произведено на, скажем так, корабле, будет настраивать в пользу того, что этот продукт более полезен. Пометочка делается специальным значком. Ну, естественно, производитель. Вот если будет Архангельский или Мурманск, мы, скорее всего, поверим, что это было произведено именно в этом месте. Если будет Ленинградская или Московская область, то, наверное, мы уже будем сомневаться. Еще вот излюбленные детками макароночки. Ну, на вид очень привлекательные макароны. Я думаю, что если они относятся к твердым сортам, для родителей объясняют, что такое твердые сорта. Когда вы их кладете в кастрюлю с кипящей водой, они не развариваются и не слипаются. Макароны цветные еще не должны терять цвет. Если они теряют цвет при варке, опять же, это настораживает. Действительно ли там добавлены вот морковь или шпинат, как в данном случае представлено, а может быть ароматизатор или краситель. Кстати, очень много сейчас красителя имитируют цвет, так называемый тартразин, имитирует цвет желтых макарон. Поэтому читайте обязательно этикетки, не доверяйте словам таким, как легкий, без ГМО, не содержит там сахара или соли. Доверяйте своим, скажем, глазам в плане чтения букв, которые в составе. Вот какао-порошок вот такой можно? Это все-таки нерастворимый, его надо заваривать, и мы как-то... Можно. Вообще к нерастворимым какао и кофе отношение сейчас вполне, так сказать, такое хорошее. Единственное только, что питание, любое питание все-таки должно быть индивидуализировано, и всегда нужен, в смысле, родитель должен знать, нет ли каких-либо противопоказаний у данного конкретного ребенка к употреблению таких продуктов. Ну, к слову сказать, если мы говорим о какао и шоколаде, люди, имеющие такой диагноз, как мочекаменная болезнь или дисметаболическая нефропатия, именно с увеличением солей оксалатов, должны ограничивать себя в этих продуктах. Но это к слову, потому что, еще раз говорю, мы обращаем внимание не только на полезность, вредность продуктов, но еще и пользу либо вред для данного конкретного ребенка. Ну, радует все-таки, что большая часть того, что мы заготовили, у нас вошла к полезному. Все-таки к полезному отошла, да. Ну, это средней полезности. Да, здесь все-таки больше. Пока мы пройдем к уютным диванчикам, вам, дорогие телезрители, я предлагаю выслушать совет профессионального футболиста. Здравствуйте! Сегодня я научу вас одному из футбольных финтов. Чаще всего такой финт используется на бровке. В игре, когда получаешь мяч и перед тобой противник, принимаешь, делаешь небольшое движение в сторону противника, догоняя мяч, прижимаем к пятке и не сильно перекидываешь через игрока. Если прижимаем к пятке, то мяч полетит вверх, прямо над игроком. Если прижимаем к боковой части, то мяч полетит через бок. Так можно кинуть намного дальше. И догоняешь мяч. Этот финт достаточно несложный, но он требует тренировки. Любите футбол. Ну вот мы немного переместились, и сейчас на нашем столе исключительно вода. Как насчет воды? Как часто ее нужно пить? Как нужно выбирать из-под крана, покупаем? Нужно ли настаивать на, не знаю, фунгитах, солях разнообразных?
Действительно, в последнее время очень много говорят о воде. Самой полезной водой считается чистая вода, но не очищенная, то есть дистиллированная, которая очищена уже практически от всего, не только вредного и полезного, просто чистая вода. Ну, думаю, что в наших условиях, скорее всего, это будет вода бутылированная, которую мы покупаем, и вода, которую мы методом фильтрации очищаем сами. Водопроводную воду, безусловно, пить нельзя, потому что она в большом количестве содержит соли, тяжелых металлов и другие вредные примеси. Как я сказала, бесполезна дистиллированная вода. И на что мы еще обращаем внимание, покупая эту воду, смотрим, действительно, это питьевая вода, минеральная вода или столовая вода. То есть на эти вещи тоже нужно обращать внимание. То есть выбор потребителя именно для воды, которая будет утолять жажду и которая будет помогать нам поддерживать нормальный водный баланс, электролитный баланс, все-таки является чистая вода, не минеральная вода, в которую добавляются воды. Потому что минеральные воды, они обычно назначаются врачом по каким-либо показаниям. Что касается... Это не просто напиток, это все-таки ближе к лечению. Это к лечению, да. Что касается обычной питьевой воды, то ее нужно употреблять достаточно. В последнее время говорят о норме 30 мл на килограмм веса. Ну, это усредненная норма. Где-то из расчета 1,5-2 литра в сутки. Лучше ее употреблять между приемами пищи, то есть не запивая трапезу водой, а между приемами пищи. Очень хорошим является правилом начинать день со стакана воды, так называемый прикроватный стакан воды. Да, это и для взрослых, и для детей, для взрослых, и для детей это актуально, потому что считается, что вода, выпитая натощак, комнатной температуры, обратите внимание, не добавляя туда ни, как раньше это делали, может быть, помните, лимончик, ладно, лимончик, а то еще и уксус, да, для лучшего метаболизма некоторые делать этого абсолютно не стоит. То есть достаточно выпить стакан чистой воды комнатной температуры. Это будет запускать обмен веществ уже с утра. И в течение дня где-то в среднем 8-10 стаканов воды должно употребляться между приемами пищи. Когда мы увеличиваем объем потребляемой жидкости, когда мы физически чем-то занимаемся. То есть какие-то имеем спортивные нагрузки. Мы восполняем, да, потому что в первую очередь при активных физических нагрузках в первую очередь теряется вода. Так что пейте воду. Обращайте внимание. Да. И сейчас мы прервемся на рекламу. Не переключайтесь. Вы смотрите программу «Рабочий полдень». И сегодня мы говорим о питании, о детском ожирении. И гость нашей студии – педиатр детского центра здоровья, диетолог Наталья Артемьева. Наталья Николаевна, есть у нас звонок еще. Давайте сразу его и примем. Здравствуйте, мы вас слушаем. Добрый день. Здравствуйте. Хотела узнать вас. У меня, например, другая проблема. Ребенок очень плохо набирает вес. 8 лет, очень худой, нет ни мышц, ничего, ни жирка никакого. Может, нам, наоборот, его булочками покормить побольше? Или как? Вот что посоветуете? Спасибо вам большое за звонок. Тоже очень хороший вопрос. Как мы говорим, в любом возрасте, при любом состоянии здоровья питание должно быть рациональным, полезным и в меру. Почему ребенок может плохо набирать вес? Ну, я думаю, что достаточно будет взглянуть на этого ребенка и понять даже уже по типу телосложения. То есть тип телосложения, так называемая конституция, имеет отношение к тому, будет набирать вес ребенок или нет. Как мы знаем, их три: астеник, нормастеник и гиперстеник. Понятно, что избыточный вес скорее будет набирать ребенок именно с конституцией гиперстенической, то есть достаточно плотного телосложения, кости тяжелые и широкие. Что еще обращает на себя внимание? Тип конституции — это не только тип телосложения, это еще и своеобразный обмен веществ. Доказано, что дети с астеническим типом телосложения, они очень имеют хороший метаболизм, то есть они быстро тратят энергию. Не в коня корм обычно это называется. Да, и когда мы смотрим и сравниваем конкретно, сколько ребенок этой энергии получает и сколько затрачивает, всегда получается так называемый отрицательный энергетический баланс. То есть расходы превышают доходы.
У детей, которые склонны к набору веса, ситуация прямо противоположная. У них, соответственно, доходы значительно превышают расходы. Поэтому я вам советую, если эта проблема не решена у вас, скажем, педиатром участковым, ребенок обследован комплексно, исключили все желудочно-кишечные заболевания. К сожалению, инвазии не всегда позволяют набирать вес. Просто обратить внимание на то, как часто ест ребенок. Общая рекомендация будет дробное питание. Обращать внимание на полноценное поступление белка, потому что как строительный материал для мышечной массы, я так поняла, что вас беспокоит именно отсутствие этой самой мышечной массы, является полноценный белок животного происхождения. То есть включать его нужно, если не в каждый прием пищи, то в основные обязательно. И следить за достаточным количеством тех самых углеводов, о которых мы говорили, имеющим отношение к сложным, потому что в данном случае, опять же, будет полезно и нужно сохранять длительное чувство насыщения. Потому что даже если вы будете ребенка, скажем, недостаточной массой тела кормить вот всевозможными пончиками и булочками в расчете на то, что как же это те самые углеводы, которые способствуют набору веса, у ребенка с низкой массой тела это тоже не будет помогать. Почему? Потому что расходоваться эта энергия будет довольно быстро, а чувство насыщения ребенок получать не будет. Ну и, как правило, мы обращаем внимание всегда на достаточное поступление жиров, вне зависимости от типа телосложения, от избыточной либо недостаточной массы тела. Жиры дети должны тоже получать в качестве хорошие жиры, полезные жиры. Вот. Это и сливочное масло. Даже у детей с избыточной массой тела не исключается сливочное масло, но просто ограничивается. Обязательно растительные масла, нерафинированные, как мы говорим, не гидрогенизированные, которые добавляются в основном сейчас в продукты быстрого приготовления, а именно вот нерафинированные первого отжима. В частности, полезным считается оливковое масло на сегодняшний день, да? Ну и там по нисходящей кукурузное, подсолнечное и так далее. И, безусловно, то, что мы говорили про полиненасыщенные жирные кислоты, то есть вот это омега-3, да, это рыбий жир так называемый, который обязательно должны получать дети и взрослые, кстати, тоже. В последнее время очень говорят еще о пользе витамина D, который там содержится, который мы недополучаем в детском возрасте. Это может сказываться на здоровье во взрослом состоянии. Так что какой бы ни был тип телосложения, да, какая бы ни была у вас проблема с недостаточным либо избыточным весом, всегда должно быть питание рациональным, то есть дробным, регулярным, и обязательно вы должны учитывать расходы энергии данного конкретного ребенка. Ну вот сегодня мы много сказали и советов разобрали по питанию. В принципе, для всех подходящим. То есть это для всех детей. У кого есть лишний вес, у кого его нет. Для взрослых это полезно. А если у родителей вот есть сомнения, может быть, просто пышный ребенок, да, может быть, у него уже на самом деле ожирение. И, к сожалению, не всегда они знают, куда с этим идти. Ну, действительно, визуально не всегда определишь ожирение у ребенка или вот то, что я говорила, тип телосложения такой, который предполагает, как мы говорим, достаточно большой вес. Самое главное определить, да, есть ли у ребенка ожирение. Значит, для этого, естественно, есть исследования, которые помогут определить и процент этой самой жировой массы, и посмотреть вот как раз те самые энерготраты, энергопоступления. Вот. И, естественно, определить не только за счет чего, скажем, увеличен вес, да? Мы ведь можем рассматривать избыточный вес с позиции не только избыточного жироотложения, это может быть и лишняя вода. Да? Ну, в крайне редких случаях бывает избыток по мышечной массе. Избыток по мышечной массе бывает только у детей, высоко тренированных, длительно и регулярно занимающихся физическими нагрузками, как правило, вот опять же гипертонического типа телосложения. Все-таки такое исследование проводится, и если есть вопросы у родителей, то начиная с 5 лет в нашем детском центре здоровья мы можем такое исследование провести и скорректировать питание данному конкретному ребенку, исходя уже из того, что есть на сегодняшний день, и, безусловно, имея в виду еще какую-то наследственную предрасположенность или отягощенность.
Ну, то есть По факторам рекомендации риска. лично не общие рекомендации, Не общие. а и именно для Мы вашего составляем ребенка. индивидуальную программу и питания, и, что немаловажно, физических нагрузок. Потому что Да, хочется отметить, что такую помощь могут оказать бесплатно. Это Это при бесплатно. детской поликлинике, центры здоровья. Если я правильно помню, любой житель республики, если у вас есть возможность выехать в Сыктывкар с паспортом Конечно. и полисом, можно попасть на такой прием, потому что, к сожалению, в отдаленных местностях сложно с такими у нас и консультациями. приезжают из различных районов, из Кулуломского, и какого угодно, из других городов. Да. То есть попасть абсолютно несложно. Единственное только, что мы всегда говорим, что по времени это займет определенное время. То есть достаточно, если вы продолжительное... это не на 5 минут заскочите? Это минут на 45, на час, потому что подробное обследование комплексное. Помимо состава тела, так называемого, мы ведь еще и смотрим показатели и веса, и роста, и силы рук, и кардиограмму, и как мы функцию легких смотрим, дыхательный объем. То есть, как бы сказать, ребенка оцениваем в комплексе. И функциональные его показатели, и показатели физического развития. И исходя из результатов этого обследования, данному конкретному ребенку составляется индивидуальный план. К сожалению, время эфира подошло к концу. Спасибо большое, что вы пришли к нам и рассказали. Те, у кого нет проблем, пожалуйста, придерживайтесь тех рекомендаций, которые сегодня были озвучены, чтобы такие проблемы не появились. Да? Если вы сомневаетесь и все-таки вам нужна консультация, детский центр здоровья при 3-й детской поликлинике, пожалуйста, обращайтесь. Такая помощь будет оказана бесплатно. Спасибо большое. Всего доброго, Наталья Спасибо Николаевна. за приглашение. И нашим телезрителям я напоминаю, посредством функции управления просмотром телевидения Ростелекома вы можете пересмотреть наш эфир рабочего полдня или посмотреть записи всех эфиров на сайте телекомпании jurgen.rf. До встречи завтра ровно в рабочий полдень. Yeah.